الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодняшнее наше правило, оно из суры Касас, из суры Рассказы, из 26-го аята. На самом деле короткое правило, предложение из нескольких слов, но если мы будем это воплощать в жизнь, применять в жизни, то по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля мы добьемся больших успехов. И это в любом деле так. Если человек будет понемножку, но постоянно идти вперед, делать какие-то шаги, они будут постоянными, может быть маленькими, и он будет это применять в жизни, то это приведет к большой победе, к большим изменениям, к большим переменам. И также наше правило, оно на самом деле, это несколько слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, короткое предложение, но которое, используя мы, иншаллах, сможем улучшить свою жизнь намного. И прежде чем говорить об этом правиле, это правило приходит в истории, связанные с Мусой, алейхиссалям. История, которая связана с Мусой, алейхиссалям. И если мы посмотрим на Коран, на священный Коран, то мы увидим, что самые большие, про кого из пророков Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает нам, если мы посмотрим, какой пророк больше всего упомянут в Коране, то мы увидим, что это Муса, алейхиссалям. И его Аллах Субханаху ва Тааля упомянул в Коране 136 раз. Рассказал о нем истории в более 25 местах. Если сравнить, Муса, алейхиссалям, сказали, 136 раз упомянут в Коране. А Иса, алейхиссалям, 25 раз упомянут в Коране. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, упомянут 4 раза в Коране. То есть в этом есть мудрость. Аллах Субханаху ва Тааля сообщает нам, во многих местах сообщает нам историю Мусы, алейхиссалям. Рассказывает нам его историю, обращает внимание на его историю. В некоторых местах есть истории, которые несколько раз Аллах Субханаху ва Тааля приводит именно касаемо Мусы, алейхиссалям. Потому что, то есть это означает, что мы много можем пользы извлечь из этих историй, из его диалогов. Очень много диалогов, связанных с Мусой, алейхиссалям, приходит. Как он разговаривал, диалог с фараоном, диалог с Харуном, диалог с другими людьми. То есть Аллах Субханаху ва Тааля приводит нам его диалоги. И это правило Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Касас, 26 аяте: «Инна хайра ман истаджарта ал-кавийю ал-амин». «Инна хайра ман истаджарта ал-кавийю ал-амин». Лучшим из тех, кого ты можешь нанять, будет тот, кто силен и заслуживает доверия. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, ведь лучшим из тех, кого ты можешь нанять на работу, нанять кем-то, дать ему какую-то ответственность, это тот, кто силен и заслуживает доверия. То есть правило связано с чем? Правило связано с деловой и бытовой жизнью. То есть деловая жизнь — это вот когда ты начальник, ты назначаешь кого-то, да? Ты поручаешь кому-то работу. Бытовая жизнь, то есть в семье ты говоришь, вот это сделай, или там ремонт делаешь, кого-то нанимаешь, да? Вот это правило, которое, если мы будем использовать в своей жизни, то, иншаллах, тех проблем, которые у нас возникают, связанных с нашими делами, да, с какой-то работой, мы это уменьшим. И
То есть правило как звучит: лучшим из тех, кого ты наймешь работать или дашь ответственность, будет тот, кто силен и заслуживает доверия. И мы сказали, что это правило приходит в суре Касас, рассказ в истории, связанный с историей Мусы, алейхиссалям. Когда Аллах Та'аля говорит: когда он пришел к Мадьяну, к городу Мадьян, он увидел там народ, он увидел там людей, то есть которые пасли свой скот, и увидел двух девушек. То есть были мужчины, они пасли свой скот, и он обратил внимание на двух женщин. То есть это была неестественная вещь, да, то есть чтобы женщины, девушки, две молодые девушки пасли скот. И он подошел к ним и сказал: то есть какая ваша нужда, почему вы здесь? И они сказали, что они хотят напоить свой скот, но не могут подойти к водоему, так как там другие пастухи, мужчины со своим скотом. И они, стесняясь, они будучи скромными, не позволяли себе подойти, пока не отойдут мужчины, не отойдут мужчины со своим скотом. И что Муса, алейхиссалям, то есть он напоил их скот, помог им напоить их скот, и они ушли. И после этого одна из них пришла к Мусе и сказала, что наш отец зовет тебя, инна аби яд'ука лияджзия аджра ма сакайта лана, чтобы вознаградить тебя за то, что ты нам помог, за то, что ты напоил наш скот. И когда уже Муса, алейхиссалям, пришел к их отцу, а он был очень старым человеком, и одна из этих двух девушек сказала: «Я абати стаджир», то есть «О отец, найми его», то есть дай ему ответственность, дай ему работу, найми его. И она сказала: «Инна хайра ман истаджарта аль-кавийю аль-амин», то есть эти слова одной из девушек, она сказала: поистине лучшим из тех, кого ты можешь нанять, это будет тот, кто силен и заслуживает доверия. Они увидели силу Мусы, алейхиссалям, то, что он взял, там другие мужчины были, другие люди были, он смог напоить их скот, будучи то, что там были другие также пастухи, мужчины, и он заслуживал доверия. То есть по диалогу, общаясь с ним, видя, какой он ведет диалог, они поняли, что этот человек достоин доверия. И тем самым Аллах Субханаху ва Тааля, показав нам эту историю, Он научил нас, дает нам, то есть рассказывает историю, дает нам вот такое вот правило. И то есть получается, одна из дочек, поняв, что они не смогут нормально выполнять эту работу, они не смогут нормально пасти скот, они не смогут нормально поить животных, да, то есть они понимали, что это не их работа, они не могут вынести тяжести этой работы. Она сказала: отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслужит доверия. И таким образом Аллах Субханаху ва Тааля показывает нам, что работа, она требует силы, а исполнение ее должным образом требует честности. Чтобы все было правильно выполнено, чтобы качественно было выполнено, она требует честности. И одна из этих девушек увидела, что Муса, алейхиссалям, обладает этими двумя качествами, указала на них, что в свою очередь подчеркивает ее здравый ум. И ученые, мухаддисы, муфассиры, которые толкуют, они приняли этот аят за правило при назначении на определенную должность. То есть вообще ученые, исламские ученые, они приняли это правило при назначении на определенную должность. И любой человек, когда он назначает кого-то, дает кому-то какую-то работу, он должен руководствоваться этим правилом и этими двумя свойствами: сила и честность. Зачастую, то есть в нашем времени, в нашем времени бывает такое, что человек часто приходится кого-то нанимать, установить что-то, сделать ремонт или еще что-то сделать, да, там, обшить, построить что-то, и потом в конце или в ходе работы возникают какие-то проблемы.
То есть там человек некомпетентен получается в итоге, он не может, он не вытягивает, он недобросовестно делает. Поэтому и сторона заказчика, который нанимает, который дает работу, ты должен смотреть. Ты должен смотреть, кому ты ее даешь. Это должен быть человек сильный, который может сделать эту работу и честный. И человек, размышляющий над Кораном, найдет ясную, очевидную взаимосвязь между этими двумя качествами в других аятах. То есть это не только в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит об этих свойствах, об этих качествах. Это сила и честность. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Иннаху лакаулу расулин карим, зи кувватин, инда зил арши макин, мута'ин самма амин». В суре Таквир, в 19-21 аятах, это сура в 30 джузе, Аллах Тааля говорит, описывая Джибраиля, алейхиссалям, того, кто доносил откровение и послание от Всевышнего Аллаха. Как его описал Аллах Тааля? Аллах Тааля сказал, это слова благородного посланца, благородный посланец, обладателя силы, викуватин, он обладатель силы, инда зил арши макин, при владыке трона могущественного, мута'ин самма амин, которому на небесах повинуются, и он доверенный. И, то есть Аллах Субханаху ва Тааля описал Джибраиля двумя свойствами, двумя качествами. Это первое, это сила, он обладатель силы и доверенный, честный. И это свойство, то есть это описание Аллах Субханаху ва Тааля этими свойствами охарактеризовал Джибраиля, алейхиссалям. В другом аяте, в суре Юсуф, слова Юсуфа, алейхиссалям, которые еще раз нам показывают и подтверждают то, что когда человеку дают какую-то работу, назначают должность и так далее, то, что он должен обладать этими двумя свойствами, это сила и честность. На это указывает еще в суре Юсуф, слова Юсуфа, алейхиссалям, в суре Юсуф, Аллах Тааля говорит, он сказал, что сказал Юсуф царю, когда вышел из тюрьмы, когда растолковал сон, он сказал, назначь меня управлять хранилищем, назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель. То есть два свойства, знающий и хранитель. Тогда Юсуф сделал предложение, которое было в интересах и Юсуфа, и в интересах царя, короля того местности, потому что перед их ждала 7-летняя засуха, и тогда Юсуф сказал, назначь меня управляющим хранилище, ибо я знающий хранитель. То есть знание это было его силой. То, что он хранитель, ознаменовывало и показывало, что он честный. И он сказал, позволь мне собирать подать и распоряжаться хранилищами зерна. Я буду беречь имущество и нести за него ответственность, поскольку я грамотный хранитель. И Юсуф, алейхиссалям, показал у него есть силы, у него есть ресурсы, у него есть знания об этом, и что на него можно в этом положиться. И никак Юсуф, алейхиссалям, не просил для себя какой-то должности, чтобы получить ее. То есть он сам попросил, чтобы его назначили, но он не просил это для себя. Он не просил это, чтобы какой-то должности достичь, какого-то уровня, даража, чтобы у него какое-то было. Нет, он просто понимал, что он может быть полезным, что на самом деле сейчас перед ними стоит большая проблема, засуха перед ними будет 7 лет. Это был сон короля, который растолковал Юсуф. И то, что нужно что-то предпринимать. И Юсуф понимал, что никто сейчас не сможет правильно распорядиться хранилищами зерном, чтобы вот эти 7 лет засухи прошли
мало вредоносно, чтобы меньше вреда было, да? И Юсуф, алейхиссалям, понимая, что он знает, и он понимает в этом деле, он сказал: дай мне это, я знаю, я помогу. То есть он хотел помочь, и поэтому попросил назначить его на высокую должность. Но никак не потому, что он стремился к власти, а только потому, что он хотел принести пользу. Третий аят, в котором также приводятся эти два свойства. То есть, опять-таки, какая-то работа, какая-то ответственность, какая-то должность. И опять Аллах Та'аля говорит об этих двух свойствах. Сила и честность. Связано с историей Сулеймана, алейхиссалям. Когда он предложил присутствующим, что доставить ему трон царицы Балькис. Он сказал: «Айюкум я'тини би'аршиха кабля айятуни муслимин». Кто из вас принесет ее трон до тех пор, пока они не придут верующими, то есть пока они не придут сами, не уверовав, кто принесет мне ее трон? И сказал, что «Каля ифритум миналь джин». И сказал ифрит из числа джинов: «Ана атика бихи кабля ан такума мин макамик». Я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего места. И что он сказал? «Ва инни алейхи лакавийюн амин». И я достаточно силен и заслуживаю доверия для этого. То есть, опять-таки, он утвердил, он усилил свое вот это требование тем, что он сказал: я достаточно силен для этого и заслуживаю доверия. И опять Аллах Та'аля нам показывает вот эти два свойства: сила и честность. То есть, когда человеку доверяет, когда есть он верный, когда есть честность. И ученые, комментируя приведенные эти выше три аята, три случая, сказали ценные слова. Они сказали: необходимо выявлять самого достойного на каждую должность, так как назначение имеет две основы – силу и честность. Так сказал Всевышний: ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия. И на самом деле мы сейчас можем видеть, что да, вот это является проблемой. То, что человек, иногда ты смотришь, что человек не на своем месте, да, или он делает не свою работу. Он не вытягивает, не может, недостаточно силы у него для этой работы, не обязательно физической силы. То есть под силой она варьируется, сила она варьируется в зависимости от назначения. Какая работа? Где-то нужна физическая сила, где-то нужна умственная сила, то есть да, где-то нужны какие-то способности, какие-то расчеты уметь делать. В каждой работе своя сила. Например, если возьмем, да, то в ее основе лежит что храбрость, в ее основе лежит военный опыт, тактические какие-то уловки, хитрость и так далее. Поскольку это война, и в этом сила, то есть для войны, когда у тебя есть вот какие-то такие стратегические, какое-то мышление там, да, и так далее. Вот это все является силой. А если, например, взять силу в управлении делах людей, то здесь зависит от знания. То есть нужно знание, чтобы ты управлял людьми, да, то есть здесь знания нужны какие-то. Справедливость нужна, согласно Корану и Сунне, да, тогда у тебя будет сила уже. И поэтому, как я сказал, сейчас мы видим то, что часто можно так встретить, что человек не на своем месте, он не может он это делать. Или тот, кто назначил его, не смотрит на эти два свойства, не смотрит, способен он вообще это выполнить. Есть у него на это способность и сила. И он честный, он нет. Или человек даже, когда сам идет куда-то, вот, он хочет именно эту работу, да, или вот именно эту должность, тоже не смотрит, есть у него вообще силы, чтобы работать на этой работе, чтобы быть на этой профессии, так сказать, да, или нет. И поэтому получается, что работа становится некачественной, она не доделывается, она неправильная получается, из-за того, что люди не смотрят на это. И тот, кто нанимает, тот, кто ставит, тот, кто назначает, и тот, кто идет. То есть каждый должен смотреть, я могу это выполнить или нет, прежде чем взяться за что-то. Я вообще соображаю в этом, понимаю ли я в этом, силен ли я в этом. Если нет, то зачем брать ответственность делать это? Лучше дай это тому, кто имеет силу, назначь
на эту должность, на эту работу того, кто имеет силу в этой отрасли. А что касается верности, то она зависит от богобоязненности человека. То есть чем сильнее, чем более богобоязненный человек, чем больше он боится Аллаха Субханаху ва Тааля, тем честнее он будет. То есть когда какие-то вопросы, моменты будут возникать, когда нужна будет честность, справедливость, да, чем больше у него будет честности и богобоязненности, тем будет он щепетильнее относиться к этим вопросам. Тем будет строже он смотреть на эти вопросы. А если у него нет богобоязненности, он не боится Аллаха Субханаху ва Тааля, он не страшится него, то он будет легко на эти вопросы смотреть. И, может быть, он часто будет допускать несправедливость, может быть, он часто будет обманывать, скрывать что-то, да. И поэтому эти качества, они очень важны. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаля тахшавун наса вахшавун», то есть призывая людей к справедливости, призывая людей к богобоязненности, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующим». То есть человек, если нечестен, несправедлив, он не будет принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. А тот, кто богобоязнен, он будет уже обращаться всегда к религии и принимать решения в соответствии с Кораном. И ученые также говорят, что верность, честность и сила, она редко сочетается в одном человеке. То есть это очень тяжело найти, чтобы человек был силен, и он был еще честен. Именно поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, говорил: «О Аллах», Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «О Аллах, я жалуюсь Тебе на суровость нечестивца и немощность честного». То есть, Аллах, я жалуюсь Тебе на суровость нечестивца. Человек сильный, у него есть там харизматичный, сильный, вперед, но он нечестивец. У него нету честности, у него нету знаний, у него нету богобоязненности. И говорит немощности честного. Человек честный, богобоязненный, но у него нету силы, например, да, то есть. И поэтому редко, когда в человеке сочетаются эти два качества, но все равно мы должны стремиться к этому сами. Таким образом, при назначении необходимо выбирать самого достойного, в зависимости от того, на какой пост он назначается. Например, если выбор пал на двух человек, один из которых более достоин доверия, а другой более силен. То есть два человека перед тобой, один честный, достоин доверия, а другой силен. То предпочтение следует отдать тому, кто именно на этом посту принесет больше пользы. То есть, как мы сказали, что тяжело, когда оба эти свойства сочетаются в человеке, но ты должен выбрать из двух людей, у одного честность, у одного сила. То ты должен выбрать того, кто больше подходит на эту должность. Например, опять-таки, возвращаясь к, например, главнокомандующий, например, да, то ему здесь нужна сила, здесь нужна какая-то храбрость, отвага нужна. Поэтому здесь больше он будет, чем, например, какой-то честный, но слабый человек, да. И однажды имама Ахмада спросили, имаму Ахмаду задали вопрос о двух мужчинах, которые могли бы возглавить военный поход. Как раз с военным походом у него спросили вопрос. И один из них сильный, но нечестный, нечестивый. А второй праведный и слабый. И имама Ахмада спросили, с кем из них отправиться в поход. На что он ответил: что касается нечестивого и сильного, то сила его для мусульман, а нечестие против самого себя. То есть его спросили, кого назначить. Вот есть человек, он нечестивый, но он сильный, мусульманин, но он нечестивый, не заслуживает доверия. Но он сильный. И Ахмад ибн Хамбаль сказал, что в этом случае его сила, она обернется благом для мусульман. А то, что он нечестный, это против самого себя, только против него самого только обернется. Что касается праведного и слабого, то правдивость его, она для него самого. А слабость, она отразится на всех мусульманах.
Поэтому следует отправиться в военный поход с сильным нечестивцем, он сказал. То есть в этом случае. И то есть это показывает нам, что мы должны смотреть на каждое дело индивидуально. То есть смотреть, кто более достоин, кто больше принесет пользы в том или ином вопросе. И ученые говорят, они разъяснили подход посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в данном вопросе. Они сказали, именно поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назначал мужчину ради определенной пользы, хотя рядом с ним бывали и те, кто обладал большими знаниями и верой. То есть он иногда вот какое-то задание давал кому-то, да, он доверял что-то кому-то, чтобы он сделал, назначал кого-то, но у него рядом были и другие люди, которые более знающие, более богобоязненные, но он назначал кого-то другого. Почему? Потому что он понимал, что этот человек принесет больше пользы, да? И вот, например, даже пример сподвижников, да, радийаллаху анхум, при битве Му'ата, да, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, назначил 3 сподвижников: Зайда ибн Хариса, Джа'фар ибн Абу Талиба и Абдулла ибн Аби Раваха. 3 командующих назвал. То есть Зайд ибн Хариса, если он умирает, то Джа'фар, если Джа'фар умирает, то Абдулла. Они все 3 умерли. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал им? Если они 3 умрут, то вы сами выберете для себя главнокомандующего. И они кого выбрали мусульмане? Мусульмане, сподвижники, выбрали Халид ибн аль-Валида. Хотя Халид ибн аль-Валид на то время, он был вот только принял ислам. То есть там были сподвижники, которые уже там десятки, 20 лет с пророком уже вместе, уже с первых откровений вместе с пророком, они участвовали вместе с пророком в битве при Бадре, были те сподвижники. Но все равно они назначили Халида ибн аль-Валида, который только-только принял ислам. Потому что они понимали, что да, в плане богобоязненности у него меньше богобоязненности, чем у тех, которые были первыми мусульманами. Но они понимали, что в этом вопросе он сейчас принесет большую пользу. И поэтому они назначили его главнокомандующим. И поэтому мы тоже, когда, как я сказал, то есть это в деловых вопросах мы сейчас это можем использовать, да, когда ты руководитель какой-то организации, когда ты руководитель какого-то бизнеса, да, и ты назначаешь кого-то на определенную работу. Нужно смотреть. То есть не просто там, я Расим Буласан инде, ладно, тебя поставим. Баракат пропадет, качество ухудшится, у тебя проблемы начнутся и так далее. То есть работа не будет идти. Возьми вот это правило, которое Аллах Субханаху ва Тааля нам сообщает, да, и используй. Ставь того, кто заслуживает это, кто может, кто силен в этом, кто принесет пользу. Иншаллах, и баракат будет, и дело вперед пойдет. И будет какой-то результат. Многие люди жалуются, почему вот у меня там результата нет, почему у меня это не получается, то не получается. Человек, например, который имеет какую-то организацию или какой-то бизнес, какую-то компанию у него, если посмотреть, там, например, у него не идет, потому что он неправильно использует ресурсы кадров, неправильно назначает. И также в семье, да, в семье, когда ты в бытовых вопросах, да, своих, там, когда ты что-то там по дому делаешь, да, там, или детям что-то даже говоришь делать, смотри, когда ты назначаешь ребенку, даешь ему какое-то задание, смотри, насколько он силен в этом. То есть может он вообще это выполнить? Например, ты даешь, например, у тебя ребенок, он, например, математически силен, да, например, ему можно дать что-то такое трудное, где нужно вычисление, там, да, какое-то такое задание, ты говоришь, вот ты вот это будешь делать. Но если ты будешь давать это ребенку, который, например, в этом не соображает, то он не выполнит это. И наоборот, как бы он больше в себя будет уходить. Поэтому ты, когда что-то назначаешь, кому-то что-то даешь, поручаешь, ты должен давать то, в чем он силен, чтобы он развивался в этом, и он сам будет развиваться в этом. И будет выполнять то, что ты от него требуешь. И ученые также сказали, что есть такие золотые слова, они сказали, человека, который исполняет доверенное ему, человека, который исполняет доверенное ему наперекор своим желаниям, утвердит Аллах. Он сохранит его семью и имущество после его смерти.
А того, кто подчинится своим страстям, Аллах накажет из-за того, что он пошел против своей цели. Он унизит его семью и лишит его имущества. Об этом свидетельствует известная история, когда один из аббасидских халифов попросил одного ученого, что он застал, на что тот сказал ему: «Я застал Умара ибн Абдул-Азиза». Ему сказали, а этот ученый был смертельно болен, ему сказали: «Рты твоих детей оторваны от этого имущества, и ты оставил их бедными, без ничего». На что он сказал: «Заведите их ко мне». Их завели, и их было 10 мальчиков, не достигших зрелости. Увидев их, он заплакал, а затем сказал: «Дети мои, клянусь Аллахом, я не лишил вас того, что надлежит вам по праву, и я не был тем, кто взял бы имущество людей и отдал его вам. А ведь вы все один из двух: либо праведный, а Аллах заботится о праведных, либо несправедливый, неправедный, а я не оставлю ему то, что поможет ему ослушаться Аллаха. Оставьте меня». И человек, который видел эту историю, он сказал: «Я видел, как один из его сыновей пожертвовал 100 коней на пути Аллаха». То есть эта история показывает, что человек должен стремиться к праведности, быть праведным и завещевать праведное. То есть всегда, чтобы была честность, была справедливость, и была честность, справедливость и заслуживать доверия, то есть как человек, который заслуживает доверия. И, иншаллах, если мы будем использовать эти правила в своей жизни, в любых случаях, начнем с малого, начать с малого, каких-то маленьких вещей, Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что наша жизнь будет меняться. И, как мы сказали, наше правило говорит о том, что лучшим из того, кого ты можешь назначить, это является сильный и тот, который заслуживает доверия. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.